Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Пробные паромы из Якутска в Нижний Бестях пойдут 24 мая. Старт полноценных перевозок по этому маршруту запланирован на 26 число. От студента к защитнику. Первый поток военно-патриотических сборов успешно завершен. В экспериментальной школе «Арктика» царит атмосфера праздника. Ученики и педагоги отметили одно из самых значимых событий – Урикит. Запуск главной паромной переправы региона по маршруту Якутск-Нижний Бестях ожидается в начале следующей недели. 24 мая запланированы пробные рейсы с использованием 2-3 паромов. При благоприятной гидрологической обстановке на Лене и готовности причальной инфраструктуры перевозки будут осуществляться в полном объеме с 26 числа. Для повышения комфорта граждан и сокращения времени ожидания на подходах к переправе увеличено количество полос на накопительных площадках. Со стороны Якутска добавлено 2 полосы, со стороны Нижнего Бестяха 3. Это позволит значительно увеличить емкость скопления транспорта и уменьшить очередность. С 21 мая по 19 июня на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения республики вводятся временные ограничения по осевым нагрузкам транспортных средств. В арктических районах аналогичные меры действуют с 15 мая по 15 июня, а по отдельным дорогам с 15 июня до 15 июля. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. В ведомстве пояснили, что в весенний период происходит интенсивная оттайка земляного полотна, из-за чего дорожное покрытие становится особенно уязвимым. Вилюйский УЛУС – самый отдаленный потребитель электроэнергии Вилюйской ГЭС. Строительство новой газопоршневой электростанции около местности Хомустах решит проблему дефицита электроэнергии. Проектирование, стартовавшее в октябре прошлого года, сейчас входит в активную фазу завершения. Ведутся последние согласования, подбирается итоговое оборудование. Ориентировочно в июне после экспертизы проект будет готов. По проекту предусмотрена установка 16 единиц газопоршневых установок, ведется закупка автоматической газораспределительной станции, блока подогрева газа, вспомогательных модулей, системы пожаротушения и заборного ограждения. Основной целью данной электростанции является перекрыть дефицит перетока электроэнергии по существующим электролиниям в сторону Вилюйска. Так как Вилюйск является в конце куста существующих электросетей, то могут наблюдаться моменты по дефициту номинальной мощности для потребителя. С целью компенсации данного дефицита в именно городе Вилюйск, как концевой точке существующих электросетей, строится данная электростанция. Продолжается работа по системному обеспечению оснащением участников специальной военной операции. В этом году направлено около 75 единиц техники и 160 тонн гуманитарного груза, в том числе адресные посылки и пожертвования волонтеров. Также завтра с базы в Нижнем Бестяхе отправится большегрузная машина с гуманитарным грузом, адресными посылками и 3 единицами техники. По пути планируется дополнительная погрузка помощи с Алданского и Нерюнгринского районов. Кроме того, Республиканским оперативным штабом «Вместе к победе» объявлен старт акции по сбору швейных машин. Работа продолжается. Пользуясь моментом, хочу сказать, что буквально сегодня мы объявили акцию по сбору швейных машин. Данная акция направлена на дополнительную помощь нашим волонтерским группам для бесперебойного пошива товаров двойного назначения. Это обмундирование, это маскировочные сети, это те заявки, исполнение тех заявок, которые нам сегодня поступают с зоны специальной военной операции. Первый поток военно-патриотических сборов среди студентов среднего профессионального и высшего образования завершился. Обучение прошли курсанты коммунально-строительного техникума педагогического колледжа имени Гоголева и СУНЦ СВФУ. К изучению основ военного дела в новом сезоне приступают более 300 человек. Им предстоит освоить огневую, тактическую, инженерную подготовку. Курсанты также узнают основы тактической медицины и радиосвязи и научатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Эти военные сборы, они проводятся в каждой школе, соответственно, каждый год. Но именно вот центром войн мы проводим
по соглашению со школами свои сборы с привлечением наших инструкторов на своей материальной базе. И получаются сборы, скажем так, по нашей отдельной программе, не такие, как традиционно проводятся учителями отдельно в каждой школе. 18 заявок от участников конкурса «Лучшие товары Алекминского района» было получено в этом году. Это большое количество, и это радует. Участник, получивший диплом первой степени, имеет возможность принять участие уже в республиканском конкурсе. В этом году заседание по определению победителей конкурса затянулось. Каждый из кандидатов представил пакет необходимых документов и презентацию. У каждого свой опыт, свои достижения. Конкурс проводится уже много лет. Он ежегодный. В этом году в очередной раз мы его проводим. Участников очень много в этом году. Около 20 заявок. Формат чуть-чуть мы, конечно, поменяли в этом году, так как участников больше стало. Среди претендентов есть опытные уже с наработанным именем. Как, к примеру, Хачатур Аракелян. На сегодня он практически единственный хлебопек. Очень давно работает, старый предприниматель, как говорится, один из тех людей, кто начинал у нас работать в районе. Он всем известен как строитель и, прежде всего, как человек, который печет хлеб. Хлеб всему голова, известно. В минувшем году комиссия внесла ряд изменений, чтобы более точно определять статус дипломантов. Поступило предложение, чтобы мы все-таки рассмотрели более другой формат, чтобы было распределение, чтобы был стимул для предприятий, для индивидуальных предпринимателей, для дальнейшего участия, для роста, для развития, соответственно. Да, ведь конкурс у нас направлен как раз на это, все равно даже в рекламных целях каких-то, да, для предпринимателей. И вот с этого года мы решили ввести степени. Чем обширнее представлен тот или иной рынок, тем больше пользы потребителю. Конкуренция работает во благо и на развитие. Я рада, что предприниматели проявили вообще инициативу такую. Отклик хороший. Помимо прочего, многие даже интересовались так, звонили, спрашивали, но не подали при этом заявок. Но я думаю, по крайней мере, они видят, слышат, что есть такой конкурс и что на будущее мы готовы всех выделить. Мы, конечно. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Атамайском наследии горного улуса после переезда в новое просторное здание Центр досуга наследия не только обрел комфортные условия для работы и отдыха, но и значительно повысил свою эффективность. А теперь жителей ждет еще одно знаковое событие – открытие кинозала с первоклассным оборудованием, способного соперничать с лучшими городскими площадками. В эти выходные Атамай готовится отпраздновать торжественное открытие кинозала. И это не просто новый объект, а символ активного развития села, подтверждающий. Благодаря таким проектам сельская жизнь становится ярче, интереснее и перспективнее. По гранту запланировано у них 13 кинозалов по всему Дальнему Востоку, только 2 в Республике Саха и 1 из них в нашем селе открывается. Мы в открытии хотим начать фильм из нашего якутского фильма «Золото Тыгын-Бая». В Среднеколымской улусной гимназии имени Ивана Волкова в феврале этого года состоялась презентация школьного музея «Краевед». Она подвела итоги масштабной акции, в которой активно участвовали горожане, учителя, родители и учащиеся. Совместными усилиями удалось собрать более 200 интересных экспонатов. Основу коллекции составили предметы советской эпохи. Тем временем пословица «без прошлого нет будущего» как нельзя лучше отражает значение нового музея. Юное поколение среднеколымчан с большим интересом знакомится с экспонатами, изучает коллекцию и занимается научно-исследовательскими работами в области краеведения, а также принимает участие в конференциях. В планах у нас принять участие уже в 3-м республиканском конкурсе «Я поведу тебя в музей». Мы участвовать будем 3-й раз, проходим сейчас учебу, готовимся, есть интересные идеи по участию в этом конкурсе. И хотим попытаться участвовать в грантах, чтобы пополнить, конечно же, соответствующей мебелью, с какими-то интересными стеллажами наш музей, потому что все это как бы у нас пока на начальном этапе. Поэтому будем развиваться и дальше.
В экспериментальной школе «Арктика» города Нерюнгри царит атмосфера праздника, окутанная духом северных традиций. Ученики и педагоги отметили одно из самых значимых событий – национальный праздник Урикит, который стал торжественным завершением насыщенного учебного года. Под звуки гимнов Российской Федерации и Республики Саха-Якутия проходит парад учащихся и педагогов школы «Арктика». На торжественной линейке школьники, приехавшие из разных районов республики, а также представители Амурской области, Забайкальского края, Красноярского края и Хабаровска. Для нас этот праздник – это непростой праздник, это праздник подведения итогов нашего учебного года. Это праздник, опять же, встреча Нового года. Урикит, как вы уже слышали, это стойбище. И раньше наши предки всегда собирались вместе, да, после долгой холодной зимы. Собирались, соревновались, пели свои национальные танцы, водили. После парада традиционные обряды – очищение, привязывание ленты, кормление огня и приобщение к родовому огню. Своего рода посвящение новых учеников. Далее конкурс запевал круговых танцев. Урикит – это не просто праздник, это живая нить, связывающая нас с культурой предков. И в этой школе все направлено на то, чтобы каждый ученик чувствовал гордость за свои корни, чтобы знания о наследии передавались из поколения в поколение. Я узнал про школу «Арктика» от односельчан, потому что у нас давно отправляют сюда учеников, правда мало. И загорелся этим и решил приехать сюда, потому что здесь учатся дети КМНС не только с Якутии, но и из других регионов. И здесь мы общаемся с друг другом на родном языке. Каждый год праздник отражает стремление школы сохранить и приумножить самобытную культуру малочисленных народов Севера, интегрируя ее в образовательный процесс. Здесь одновременно и профильные классы изучаются, и родной язык хорошо преподается, и очень хорошо пропагандируется. Получается, учителя здесь очень хорошие и очень добрые люди, они прям отзывчивые в этом плане. Программу дня продолжили национальные игры с маутом, традиционное соревнование «Таежная тропа». Все это надолго останется в памяти учеников и педагогов как символ единства, успехов и приверженности своим корням. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.